Самый загадочный из всех национальных бурятских забав для меня остается шагай на дом. И начну с того, что понять правила этой игры у меня до сих пор не получалось. Может, просто потому, что я делаю что-то не так. Что ж, попробую разобраться вновь и окунуться в этот удивительный мир. Шагай на дом. Эти косточки похожи на детские погремушки. Забавно. Смотришь на них и отвлекаешься. А вообще, вот с какого возраста начинали играть в кости? Скотоводов не было игрушек, как сейчас раньше, да? Поэтому, скорее всего, родители решили, чтобы дети чем-то должны были заняться, и решили, что можно поиграть костями этих же домашних животных, которыми они питались, обувались. И, в общем, жизнь у них продолжалась. Поэтому, наверное, они решили, что можно из этих косточек, лодыжек, можно сделать разные игрушки. Первыми игрушками были погремушки. Ну вот они вот эти косточки, они вообще похожи на детские вот погремушки. Да, вот из них. Если вот их взять, например, связать, да, друг другом, вот сейчас вот делают, да, погремушки вот так. Да, вот и делали. Вот они похожи на это, вот что-то такое вот из детства это напоминает, да? Вот они и делали. Первые игрушками были погремушки, как бы, да? Можно было успокоить ребенка. А теперь, в данный момент, когда мы говорим, вот мы щелкаем, вот так делаем, это значит, мы хотим, чтобы столько было овец по всей земле, где мы обитаемся, чтобы все они бегали, хрустели своими задними ножками, потому что так, щелкали. Щелкали. Они бегают, прыгают, значит, они щелкают ножками задними. Значит, у них на задних двух ножках есть только две косточки. Лодыжки. Ну и вот до сих пор, вот видите, вы сами даже догадались, что погремушки, да? А потом, почему назвали вот разные имена, как вы думаете? Я не знаю. Когда их в руках держали, потом кидаем, и они, оказывается, находятся в разных положениях. И вот решили, раз у меня есть 5 драгоценностей скота, это какие виды у нас? Конь. Коза. Баран. Корова. И верблюд. Верблюд еще. Да. Раз такое дело, решили, вот когда они лежат, они как бы мельче выглядят. Вот так, когда они стоят, как будто высокие, да? И решили, когда они лежат, можно назвать с ямкой, где это коза, ямочкой, да? Когда вот в лежачем положении. Яман. А если лежит бугротый, бугроты, это будет уже баран. Это мелкий скот, мелкий скот. Дальше повыше стало, спина прямая, назвали это лошадкой. Тоже стоит боком, но с ямочкой внутри, это корова. Тоже она большая, как будто крупнорогатый скот называем, да? И третий, пятый, он еще выше всех и имеет 2 горба. Правильно? Ой, вот так. Верблюд назвали. Понял. И вот когда детей они обучали, значит, они получали с маленьких лет знания о своем скоте. А почему их назвали бараном, почему назвали козочкой? Потому что маленького роста дает что? В общем, ценности, какие имеет каждый скот, да? Овец, что коза, что корова. Что именно разные виды. Почему? Потому что разные виды, они работали по-разному. Давали одни молоко давали, да? Другие обязательно шерсть. Но шерсть еще разная была. Козья шерсть другая, овечья шерсть, да, тоже. И вот
это знание, пока когда маленькие. Потом, когда они уже вырастали, их научили считать, сколько, например, у тебя баранов упало, сколько козочек, вот одна корова, сколько всех стало 5. То есть математики. Да, математическое уже знание. Здесь они получали убавлять, прибавлять, ну, в общем, так. Ну, умножить, делить, конечно, не показывали. Но все равно ребенок уже понимал, что становится как больше, меньше. Потом, когда они уже трогали, развивалась моторика, мелкая моторика рук. И здесь ребята, получая моторику, наши буряты, вы сейчас можете сказать, очень много хороших хирургов. Почему? Потому что рука у них, каждую вот эту мелкую часть может потрогать на костях у человека. Понимаете? Мы всю жизнь работали, чтобы развивать мелкую моторику, например, пластилином. А вместо этого можно было работать, вот, давать своим детям косточки, да? А вообще с какого времени начинали вот, учить играть, дети начинали играть? Да, играть учили детей своих 3 лет. А с 3 лет? С 3 лет можно научить. Ага. И с 3 лет до 7 лет они могли спокойно играть разные виды игр. Существует очень много. Вообще первое упоминание идет, эпизод идет у нас в 13 веке. Это в письменном памятнике 13 века сказание, сокровенное сказание монголов же есть. Там Джамуха подарил Темуджину вот косточку. Косточку, но не баранью, а косуль. Косули. Дикие животные. В принципе, тоже да, коза. Да, коза. Но чуть-чуть она другая, можно было посмотреть. Но она чуть-чуть покрупнее, естественно. И вот с тех пор вот, видно, и они играли на реке Оно вдвоем. Как же играть можно этими косточками, да? Вот оттуда. Существует очень много вариантов игры. Отсюда, наверное, и есть очень разные варианты правил игры. Потому что в каждом селении, в каждом районе Бурятии играет одну и ту же игру по-разному. Поэтому игра и называется народной. Прежде чем начать игру, обязательно игроки должны были прийти к одному мнению, сыграть так-то. Ну, в общем, оговорить правила этой игры. Но я могу... А вот драк не было из-за того, что... Не поделили? Нет, конечно. Для этого вот эта игра не только там развивала у детей умение считать, да, у них развивала смекалку, логическое мышление, это еще ориентировку, доброте, своему месте дружелюбие, друг другу уважение. Поэтому прежде чем играть, они оговаривали правила, после этого никаких нюансов не было. Каждая кость в игре имеет свое обозначение. Если она падает таким образом, то это корова. Если вот так, то это конь. Таким образом, это коза, а вот так это баран. Самое сложное, чтобы кость попала вот так. Она практически никогда не падает. Ну, это верблюд. Я пока нашла 20 разных видностей этой игры шагай. Есть игры индивидуальные, можно сказать, личные, есть игры командные. И вот личные игры, это вот несколько человек собирается, играет, и они между собой договорятся. Ну что, поиграем? Поиграем. Какую игру? Ну, давайте самые, игру. вот, которые у нас есть, которые правила, которые на республиканских сорхарбанах. Да, которые разработали, да? Да. Разработали Которые мы, да, вместе все разработали. Половина положите туда, нам всем. Ага. Эта игра называется «Первая няхлалга». Мы почему взяли эту игру «Няхлалга» на республиканские сорхарбаны на Алтаргану фестиваль по 2016 году? Потому что в каждом селении Бурятии играли эту игру. Но все по-разному играли, поэтому мы разработали одно правило для всех. И для монголов, и для бурят, и для этих шанхэнских монголов-бурят, которые живут там. И вот правило первое. Прежде чем начать играть, но мы сделали на сорхарбан, играет командные игры. Ага. Первые раскид делают.
раскидает по столу, чтобы не упало больше 2 косточек со стола. Хорошо, давай. Ага. Вот так раскидываем. После этого первый человек, который должен можно по солнцу, как идет, да, начать. И вот эта девочка, которая стоит рядом со мной, она может начать, но она, прежде чем раскид сделала, она должна посмотреть все поле. Здесь она должна шелкать одинаковые фигуры. Только 2 одинаковые. Сначала 2, потом убирается 1, потом шелкается 2. Вот так, например, я начинаю баран на барана шелкаю, при этом не задеваю, беру обязательно другой рукой, и при этом не задеваю косточку, которая остается соседней. Убрала, значит, я уже 1 очко заработала. И дальше я зарабатываю до тех пор, шелкаю, до тех пор, пока не сделаю ошибку. Шелкнула, я взяла. Вот это свободно, да, вот так. И я работаю дальше. И я могу все забрать, естественно. Ну, вы можете, Ага, же, вы да. можете же, получается, убирать любую из этих костей, Да, которые из вы 2, выделили, из 2, да, которые, из 2. которые вам удобнее. Да? Да, и еще при этом я смотрю, какие лучше забрать, эту или ту косточку поближе, которая одинаковая, чтобы оставлять, где легче было шелкать. Тот, который ошибку допустил, передает следующему игроку. Да, можно не дождаться. Может, человек, который играет хорошо, может, все эти косточки обычно играют 25, а мы на республике играем 40. Ну, здесь в данный момент, скажем, здесь 15, ну вот 15, как раз 20. Вот 20 косточками сыграем. Первый делаем раскид. Все поняли, да, раскид? Да. Ну-ка, давай попробуй-ка. У меня получилось! Я выиграл! Вот видите, в игру «Шагай на Дон» очень легко научиться. Не верите? Попробуйте сами.